Девушка по имени Бекки вместе со своим мужем Дэном и подругой Хантер – любители заниматься экстремальными видами спорта. Во время очередного восхождения по скале Дэн допускает ошибку и погибает. 1 год спустя, после смерти своего мужа, Бекки впадает в депрессию и перестает поддерживать связь с близкими. Вечерами она вспоминает о муже и пытается залить свою боль алкоголем. В один из таких вечеров Бекки, выходя из бара, встречает своего отца. Он пытается объяснить своей дочери, что бесконечно убиваться – это не выход. Если бы ситуация была противоположна, то вряд ли бы Дэн так из-за нее страдал. День за днем девушка продолжает прослушивать автоответчик Дэна. Однако, спустя некоторое время номер становится неактивным. Понимая, что она больше никогда не услышит голос своего мужа, Бекки решает пойти по самому простому пути. Но внезапно раздается телефонный звонок, и к Бекки приезжает Хантер. Она говорит, что Бекки выглядит очень хреново и пора вернуться к нормальной жизни. Она рассказывает, что хочет ей кое-что предложить. Бекки это не понравится, но Хантер рекомендует ей сразу не отказываться. В 6 часах от места, где они сейчас находятся, есть очень высокая заброшенная вышка Б-67. Хантер намерена на нее взобраться и предлагает Бекки составить ей компанию. Эта вышка стала бы идеальным местом, чтобы развеять прах Дэна. Бекки, естественно, отказывается, но на следующий день все-таки говорит, что согласна. Подруга Бекки сказочно рада, что та приняла правильное решение, и вместе девушки отправляются покорять вышку. По пути к запланированному месту девушки останавливаются в придорожном отеле. За ужином Хантер рассказывает, что ведет видеоблог, в котором любит делать разные экстремальные вещи, на что Бекки говорит, что Хантер проще быть такой, какая она есть. Она и так классная. Чтобы привлечь внимание аудитории, ей достаточно просто быть собой. Чуть позже, узнав, что зарядка телефонов в заведении платная, Хантер показывает небольшой лайфхак. Как можно зарядить любое устройство, выкрутив лампочку из светильника. Добравшись до места, девушки берут с собой только 15-метровую веревку, селфи-палку, квадрокоптер и пару бутылок воды. План довольно-таки прост, на все про все 2-3 часа. Забраться на вышку, сделать пару селфи и развеять прах Дэна. После всего произошедшего, года запоя и отсутствия тренировок, Бекки явно переживает за себя. Однако трясущимися руками она начинает подъем по ржавой лестнице, вслед за Хантер. Чем выше они поднимаются, тем менее надежнее становится металлическая конструкция. С каждым метром усиливается сила ветра, а колебание ржавой лестницы все нарастает. Примерно на 300 метрах высоты у Бекки обламывается одна из перекладин лестницы, и девушки решают сделать небольшой перерыв. Бекки начинает переживать, что у нее не получится, что зря она согласилась, но Хантер в присущей ей манере успокаивает подругу. Попив из фляги с водой и немного отдохнув, девушки продолжают подъем. Закончив подниматься по внутренней лестнице и достигнув отметки в 500 метров, две любительницы экстрима переходят на еще более хлипкую внешнюю лестницу. Лестница эта выглядит еще более убитой, и, судя по всему, держится на честном слове. Поднимаясь метр за метром, страх одолевает Бекки еще сильнее, и она просит Хантер спуститься вниз. Однако подруга говорит, что если она позволит ей спуститься, то значит страх ее победит, а такое она явно не намерена допустить. После того, как они преодолевают препятствия в виде тарелок связи, Хантер решает подкинуть адреналина для и без того напуганной Бекки. Какой-то болт сорвался и полетел на землю, но девушки этого не поняли. Наконец, добравшись до вершины, девушки делают несколько экстремальных селфи, снимают ролик на квадрокоптер, со слезами вспоминают Дэна и развеивают его прах. Бекки наконец переборола свой страх и готова жить дальше. После чего она предлагает начать спуск вниз. Но как только Бекки начинает спускаться на лестницу, ржавая конструкция дает слабину, и происходит то, что должно было произойти. Лестница обваливается, но, к счастью, страховочный трос позволяет Хантеру удержать Бекки и спасти ее от падения в пропасть. После Хантеру удается вытащить Бекки обратно. Девушки в шоке от произошедшего, но радуются, что смогли справиться с этой ситуацией. Хантер говорит, что жаль, что на камеру снять такой эпичный момент не удалось. В эту же секунду до них доходит, что спуститься вниз они могли только по той самой лестнице. Бекки начинают паниковать, понимая, что ситуация крайне плохая. Они находятся посреди пустыни на заброшенной вышке, телефоны без связи, у них нет еды, а вся вода осталась у них в рюкзаке, который упал на спутниковую тарелку, и плюс ко всему Бекки даже не заметила, как получила глубокий порез бедра.
Хантер пытается быть на позитиве и уверяет, что грохот от падения этой лестницы должен быть слышен на всю пустошь, и прямо сейчас кто-то наверняка вызывает службу спасения. Они наблюдают в бинокль за прилегающей пустошью. 5 часов спустя девушки начинают подозревать, что никто к ним на помощь не придет. Хантер вспоминает, что внизу ее телефон точно ловил сигнал, потому что она видела лайки в Instagram. Однако она не может знать наверняка, на какой именно высоте пропала связь. Надеясь, что связь пропала совсем недалеко от вершины, Хантер привязывает телефон к веревке и опускает его вниз, чтобы поймать сигнал. Однако это не дает никаких результатов. Бекки предлагает подготовить сообщение, которое должно отправиться сразу, как только появится связь. После чего они кладут телефон в кеды, обкладывают его бюстгальтером и сбрасывают вниз. Они не знают, удалось ли им отправить сообщение или телефон все-таки разбился. Чуть позже Бекки замечает татуировку на ноге Хантер, которая в этот момент видит в бинокль какого-то мужчину с собакой. Девушки начинают кричать изо всех сил, однако расстояние в 600 метров дает о себе знать. Их просто не слышно. Бекки начинает снимать и кидать кроссовки, и в какой-то момент мужчина обращает внимание на свою собаку, которая явно заметила обувь, летящую сверху. Однако он не придает этому значения и отправляется по своим делам. Бекки решается выстрелить из сигнального пистолета, который они нашли в ящике, но Хантер ее останавливает. Она замечает, что чуть дальше находится фургон, и там точно кто-то есть, и выстрел лучше оставить до темноты. Дожидаясь темноты, Бекки пересматривает видеоролики, на которых она со своим мужем. Она видит, как ее подруга с завистью смотрит на их пару. В этот момент Хантер говорит, что ребята возле фургона собираются уезжать и просит Бекки запустить ракету. Двое мужчин замечают сигнальный выстрел, а также свет фонарика с телефона и начинают двигаться к ним, понимая, что девушки оказались наверху в смертельной ловушке. Однако Хантер видит, как парни вовсе не торопятся их спасать, они просто решили угнать машину, на которой приехали подруги. Бекки снова видит татуировку на ноге Хантер и рассказывает ей историю, что ее муж Дэн никогда не говорил «я люблю тебя», он всегда использовал код 143, код, который выбит на ноге ее подруги. Тут Хантер признается, что она спала с ее мужем, и их отношения длились около 4 месяцев. Подруга просит у Бекки прощения и рассказывает, что Дэн был инициатором того, что между ними произошло. Хантер прекратила отношения с ним спустя некоторое время, а после того, как Дэн погиб, она так и не смогла стать для Бекки надежной опорой и помочь ей пережить эту трагедию, потому что она чувствовала за собой вину. Бекки говорит, что после того, как они сбросили телефон, прошли сутки, и вывод тут только один: либо ее 60 тысячам подписчикам похрен на Хантер, либо сообщение так и не было передано. Хантер говорит, что возможно она сумеет достать рюкзак, который зацепился за тарелку. Тем самым у них будет вода и, самое главное, квадрокоптер. Они смогут написать сообщение и отправить его в отель, в котором они ужинали. Бекки предупреждала, что это плохая идея. Однако, как уверяет ее подруга, выбора у них нет. Собрав всю волю в кулак, девушка начинает спускаться. В результате Хантер не хватает буквально 1 метра, чтобы свободно схватить рюкзак. Девушка принимает решение отстегнуться от веревки, чтобы опуститься еще ниже, а затем, хорошенько раскачавшись, она прыгает прямо на тарелку. Рюкзак она достала, но теперь другая проблема. Как вернуться? С помощью селфи-палки она цепляет рюкзак за петлю веревки, а затем просто на него прыгает, рискуя просто улететь вниз. Хантер кричит Бекки, что теперь необходима командная работа. Она будет карабкаться по веревке вверх, а Бекки изо всех сил должна натягивать веревку. И вот, почти добравшись до верха, Хантер срывается с веревки и падает. После Бекки долго боится посмотреть вниз, понимая, что ее подруги больше нет. Но, к счастью, Хантер оказывается жива. Она смогла ухватиться за рюкзак, но сильно повредила руки, и теперь только от Бекки зависит, сможет она выбраться или нет. В итоге, собрав все свои силы, Бекки вытягивает свою подругу и спасает ее от неминуемой смерти. После того, как Бекки сделала пару глотков воды, она пишет на бумаге сообщение о помощи, прикрепляет его к квадрокоптеру и отправляет его в отель, но внезапно выясняется, что батарея квадрокоптера почти разряжена и девушкам приходится экстренно вернуть его обратно. Просидев до самой ночи и думая о безнадежности ситуации, Бекки обращает внимание на сигнальную лампу. Она вспоминает, как Хантер в отеле смогла подзарядить телефон, просто прислонив зарядное устройство к элементам питания лампы. Она уверена, что этот трюк должен сработать и зарядить квадрокоптер. Тогда у них появится реальный шанс на спасение.
Все, что надо сделать, это всего лишь подняться еще на каких-то 9 метров. С рассветом Бекки приступает к подъему. Добравшись до сигнальной лампы, она пытается подключить зарядное устройство. Однако контакты вилки не достают до контакта. Бекки кладет внутрь свое золотое свадебное кольцо, и зарядка пошла полным ходом. В таком положении Бекки нужно провисеть как можно дольше, чтобы зарядить квадрокоптер по максимуму. Желание выжить у Бекки было настолько сильным, что даже проклятый стервятник не смог ей помешать. Справившись с заданием, девушка спускается вниз и приступает к отправке квадрокоптера к отелю. Остается пролететь с десяток метров до отеля, но проезжающий грузовик разбивает квадрокоптер в клочья. Бекки начинает кричать в истерике, понимая, что последний шанс на спасение был потерян. Пережить даже эту ночь будет практически невозможно, не говоря уже о дальнейшем ожидании спасения. Бекки принимает решение выкинуть свой телефон, в надежде, что сообщение все-таки отправится, а телефон не будет разбит о землю. Она просит кеды у Хантер, но внезапно подруга говорит, что ее обувь не здесь. Бекки не понимает, что происходит, и тогда Хантер говорит, что она уже мертва. В тот момент, когда Бекки вытягивала подругу, Хантер сорвалась и упала на спутниковую тарелку. Бекки просто боялась признать, что осталась одна, поэтому и воображала, будто бы с Хантер все в порядке. На следующий день Бекки сидит неподвижно, пока стервятник клюет ее рану на бедре. Вдруг она хватает птицу за голову, убивает ее, а затем съедает, чтобы хоть как-то восполнить свои силы. Хорошо подкрепившись фастфудом, Бекки спускается по веревке к телу Хантер, а затем набирает на телефоне сообщение для своего папы, в котором пишет, что застряла на вышке и ей срочно нужна помощь. После этого она засовывает телефон сначала в кроссовок, а затем в тело подруги и сбрасывает ее вниз. Вечером отец Бекки получает сообщение и сообщает во все службы. Он мчится к вышке, около которой уже собралась куча спасательных машин. Поначалу отец Бекки не может найти свою дочь и, увидев, как спасатели заворачивают тело в мешок для трупа, понимает, что скорее всего он опоздал. Однако в последнее мгновение фильма он слышит, как Бекки зовет его из машины скорой помощи.